Мускусную землянику, или, как мы привыкли ее больше называть, клубнику, здесь начали выращивать совсем недавно. За счет компактного расположения лотков аграриям удалось увеличить площадь посадки. И уже в ближайшее время здесь намерены получить сладкий урожай. Ну а чтобы собираемость была высокой, необходимо не только желание, но и следовать всем правилам агротехники клубники. В теплице посажено 90 тысяч кустов земляники. Для того, чтобы получить богатый урожай, здесь предусмотрены все современные условия. Функционирует система капельного орошения, также поддерживается определенная температура и влажность воздуха. Помимо прочего, здесь функционирует современная система вентиляции, оптимальный температурный режим. При поливе растений учитывают даже природные изменения. Все эти тонкости просто необходимо соблюдать, чтобы не навредить капризной ягоде. Труд здесь во многом автоматизирован. За всеми внутренними и внешними процессами наблюдает агроном. Все системы, которые функционируют внутри теплицы, они подключены к данной программе. Программа называется Синопта. Поливы мы делаем отсюда, подкормки делаем отсюда. Включаем досвечивание, закрываем шторы, включаем вентиляцию, открываем форточки. То есть все, что нужно, происходит именно здесь. Помимо работы с автоматикой, агрономам приходится проводить много работ в саду. К примеру, следить за тем, чтобы все сорняки или прочие вредители были убраны, ведь они замедляют рост и развитие растений. Тепличный комплекс начал функционировать в 2018 году. Все посаженные растения родом из Италии. Здесь вы видите нашу рассаду, которая вот-вот готова уже к урожаю. Рассада у нас итальянская, сорт называется Клери. На самом деле это один из самых лучших сортов по вкусовым качествам, по урожайности, поэтому выбор пал именно на него. Здесь у нас растения растут в матах, да? Кокосовый субстрат, то есть это не земля. Это такая технология, одна из таких передовых технологий. От посадки до сбора урожая в среднем уходит от 2 до 4 месяцев. Помимо всех этих преимуществ, тепличный комплекс предоставил рабочие места местным жителям. Лейла Албакова работает здесь совсем недавно. У нее есть определенный опыт по выращиванию клубники. Правда, не такой масштабный. Женщина признается, ей здесь очень нравится. Приятно, Бог бы ему бил Сабила гетер гаддага усаштих катто. Сцена бог лик вал халцхет чатиник сууш болби. Даю чхандай ессер да лишний озюжа хамар сырня каш хамар да яха ес. Так хагули чхану хагули ес. Чесайн бог чатиник сууш. Ну а аграрии уже скоро соберут урожай. Ну а пока, не теряя времени, нужно расчистить клубни от нежеланных сорняков, чтобы на стол потребителю попали только свежие, сладкие и выращенные с любовью ягоды. Рина Цычоева, Мухаммед Миржоев, Новости 24.